В историческом парке «Россия. Моя история» города Якутска открылась мультимедийная выставка «Академическая наука и технологии в Якутии». Этот уникальный проект, посвященный Году науки и технологий в России, родился в содружестве между историческим парком, академическими научными учреждениями Республики Саха, а также предприятиями инновационно-технологической инфраструктуры республики. В 4 экспозициях представлена трехвековая работа ученых России и Якутии на территории нынешней республики. Выставка «Академическая наука и технологии в Якутии. История, состояние и перспективы», интерактивная выставка «Домик ученого-полевика», выставка, посвященная 130-летию со дня рождения известного ученого-геолога Сергея Обручева. Выставка будет частично обновляться и дополняться каждый месяц, и так до конца года. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает посетить первые выставочные залы. Сегодняшняя передача Саха-лекториума у нас посвящена истории и развитию академической науки в Якутии. И сегодня в нашей студии находится член-корреспондент Российской академии наук, советник Российской академии наук, очень известный в нашей республике человек, это Никита Гаврилович Соломонов. Мы очень рады тому, что он сегодня нашел время и поприсутствовал на открытии выставки «Наука и технологии в Якутии». – 1929 год был особенным и для семьи Соломоновых, жившей в 4-м Альжагарском наследии Орджоникидзевского района. У них родился сын, которого нарекли Никитой. С тех пор прошло ни много ни мало 90 лет. Судьба с самого рождения испытывала Никиту Гавриловича Соломонова на прочность. Возможно, поэтому он не из робкого десятка. Жизненные университеты Никиты Гавриловича тесно связаны с летописью страны. Соломонов для коллег, ученых и международных партнеров непревзойденный авторитет, а для плеяды своих учеников – живая легенда. История жизни продолжительностью в 90 лет. Не каждому дано дойти до такого благородного возраста. Не каждому дано воплотить в жизнь международные научные проекты. И не каждому дано созидать во благо людей, оставляя за собой уникальное наследие для будущих поколений. А Никите Гавриловичу Соломонову удалось, и он продолжает свой путь. Никита Гаврилович, расскажите, пожалуйста, ваше впечатление от выставки и, может быть, более широко об уровне развития нашей науки, о перспективах, которые перед ней стоят, задачах. Спасибо. Надо сказать, что вообще я сегодня приятно, можно сказать, удивлен той выставкой, которую подготовили. Она отражает историю нашей академической науки, и есть много находок. Я бы хотел остановиться на некоторых из них. Но вот перед нами как раз представлено различное научное оборудование, которым пользовались ученые, ну, скажем, старшего поколения лет 50, 70, 80 лет назад. Я думаю, что сама по себе идея создания вот такого уголка, она очень интересна, она вещественна. Мы здесь видим многие, ну скажем, инструменты, многие приборы, которыми пользовались ученые того времени. И я думаю, вот именно вещественное представление экспонатов, оно, собственно, отражает состояние, техническое состояние, организационная часть той работы ученых старшего поколения.
Никита Гаврилович, а вам вот эта избушка напоминает ваши молодые годы, когда вы тоже, наверное, не только в палатках жили, может быть, в избушках охотничьих останавливались, и вот те приборы, которые здесь присутствуют, вы чем-то пользовались? Ну, кое-что и есть из того, что мы в свое время использовали, но это, так сказать, последние, где-то 70 лет я участвую, наверное, в этих процессах, но кое-что только. А на самом деле здесь есть очень много вещей, предшествующее поколение. И это очень хорошо, потому что собрать в одном месте именно вещественные доказательства того уровня науки, который определяется, по сути говоря, технологиями, техникой, организационными моментами. И вот это очень хорошо получилось, что собрали все это в виде этой маленькой избушки. Это находка. Я думаю, что это будет привлекать интерес, а самое главное, это будет привлекать новые экспонаты, потому что люди будут, как говорится, в своих старых где-то запасниках находить что-то, чего тут нет. Мы, конечно, будем дополнять. Это такой живой процесс. И вот уже сегодня у нас некоторые наши коллеги пожелали что-то от себя добавить вот в эту интерактивную зону. Я бы хотел отметить, что это интерактивная зона, то есть она предполагает контакт с предметом. И мы, конечно, наши методисты, экскурсоводы, они будут разъяснять, пояснять. И мы, может быть, даже специальный тут стенд установим или, значит, планшетный компьютер, где будет информация о каждом предмете, который здесь присутствует. Собственно говоря, вот такое вещественное доказательство уровня науки, технологии того времени, она, так сказать, есть очень важный показатель, потому что это надо сравнивать с теми новыми, люди будут уметь сравнивать. Ну, например, во времена Мендельдорфа температуру измеряли ртутными термометрами, а ртуть замерзает в 38-39 градусах. Поэтому они могли только отметить, ртуть замерз. Да, до 38-39, а дальше уже холоднее. И вот, по сути говоря, появление спиртовых термометров, оно дало очень большой плюс. Но я думаю, каждое методическое усовершенствование, она дает новый импульс развитию самой науки. И то, что сейчас уделяется особое внимание развитию не только науки, но и ее технологий, это очень важно. Я думаю, что вот это определенная находка организатора выставки. Мы говорим о том, что такому стремительному индустриальному развитию и вообще в целом развитию республики в самых разных областях импульсом послужила комплексная экспедиция Академии наук, которая работала здесь с 25 по 30-31 годы. И мы сегодня в рамках вот этой выставки открыли к 130-летию Сергея Владимировича Обручева, член-корреспондента Академии наук СССР, который возглавлял отдельный отряд этой комплексной экспедиции, выставку, мультимедийную выставку, и вышли на связь через Zoom-конференцию с его дочерью Татьяной Сергеевной Обручевой. Это получился очень такой хороший момент. О комплексной экспедиции. Якутская экспедиция Академии наук СССР 25-31 годов – это вообще замечательная страница нашей истории. И очень многие ученые впоследствии писали и говорили, что эта сама экспедиция сыграла исключительно большую роль в консолидации сил самой Академии. Ведь, собственно говоря, в этой экспедиции участвовало все руководство Российской Академии во главе с президентом, академиком Карпинским, вице-президентов Ферсман и Комаров и другие, они возглавляли на разных этапах экспедицию якутскую. И она поэтому имела очень большой успех.
Кстати говоря, сама организация этой экспедиции была удивительно хорошей. Сейчас появились в печати информация о том, как готовились сама программа, как готовилась программа этой экспедиции и как над ним работали выдающиеся умы того времени. Вот. Но самое интересное для меня то, что мы все знаем о том, что Максим Кирович Амосов представил свое письмо официальное 24 апреля 1924 года. На самом деле, оказывается, не совсем так. На самом деле он представил сначала такое неофициальное представление с просьбой создать специальную экспедицию Якутской экспедиции Академии наук и предложил свои элементы программы будущей этой экспедиции. И над программой этой экспедиции работали почти все светлые умы, как говорится, российской сначала, потом Академии наук СССР, вот в 24-25 годах. Удивительная вещь, что каждую пятницу в кабинете главного ученого секретаря, но тогда назывался непременный ученый секретарь, академика Оренбурга, каждую пятницу собирались по вопросу подготовки этой экспедиции. Каждую пятницу. И это продолжалось целый год. Это сама по себе система организации экспедиции тоже имеет очень большое значение. И это, собственно говоря, составление программы, скажем, по биологическому направлению работали самые выдающиеся наши ученые, но прежде всего академик Вавилов, который, вообще, казалось бы, не имеет отношения прямого, но он был одним из составителей программы. А вот, Никита Григорьевич, а подобные проекты, значит, комплексных экспедиций по другим регионам страны отрабатывались тоже? Тогда еще не было. То есть это был уникальный первый такой в своем роде проект комплексного изучения территории определенной? Это самый первый. Хотя, так сказать, на самом деле идея создания Совета по производительным силам была выдвинута, Совета по производительным силам была выдвинута в 1915 году в разгар Первой мировой войны. И в течение 2 месяцев, в то время, период жестокой войны, было решено создать такую. Она действительно, и эта экспедиция, вернее, так сказать, это сообщество новое организовало вообще изучение многих вопросов в северных регионах России. Например, в Архангельске экспедиция северная впервые появилась через 2 недели после того, как англичане ушли оттуда. На военной же оккупации была. И как только англичане ушли, началась северная экспедиция, которая, проблема Кольского полуострова, проблема Архангельской губернии и вообще, скажем, проблема, как мы сейчас говорим, Ямало-Ненецкого округа. Вот. И очень успешные тоже были экспедиции. А южнее разрабатывали тему Курской магнитной аномалии, в которой привлекались очень многие ученые. Но такого размаха, чтобы большая территория комплексно вела такую работу,
еще не было. В отчетах Академии наук неоднократно подчеркивается, что якутская экспедиция Академии наук СССР уже, в 25 году СССР уже, экспедиция, она стала первым опытом изучения большой территории. Первым, самым первым. И была организована так называемый КЯР. Это Комплексная экспедиция. Да, это якутская региона. Ну, в общем, это очень большую роль сыграл Максим Кирович Амосов. Он вошел в руководящее ядро, а когда он стал в 25 году председателем Совнаркома, по сути, он в Якутии организовывал всю экспедицию, насколько возможно, вплоть до выделения парохода, вплоть до выделения всех возможностей. Все возможности местного населения были использованы, и люди очень хорошо восприняли приезд ученых и очень много помогали. А если бы в то время Максим Кирович Амосов не принял бы такого, скажем, судьбоносного решения и не добился бы его, да, как бы тогда, по вашему мнению, пошло бы развитие нашей республики? Но дело в том, что вообще эта экспедиция помогла создать, когда еще пятилеток не было, это уже в конце 20-х годов, создали они пятилетний план развития народного хозяйства, которое стало основой развития нашей республики. По сути говоря, эта якутская экспедиция обеспечила... Некие стратегически выработала документы для дальнейшего планомерного развития отраслей народного хозяйства. И была создана система местных научных учреждений. Вообще надо сказать, что в якутской экспедиции активно участвовали где-то 246, насколько я помню, человек местного населения, и активно участвовали. Это были и молодые, и опытные. Но, конечно, яркую роль, кроме Максима Кировича, сыграл тот же самый Юнский, который создал тогда общество Саха-Кескеля, а потом немножко, погодя, как говорится, в 1934 году, когда он уже защитил кандидатскую диссертацию, он создал институт языка и культуры при Совнаркоме. Я бы хотел остановиться на двух вопросах. Это Великая экспедиция. Самое последнее великое географическое открытие на Земле – это открытие Сергеем Владимировичем Обручевым, тогда еще очень молодым человеком, но знаменитая хребта Черского. Представьте себе, огромная горная страна, площадью больше, чем Кавказ, была никому неизвестна. И надо сказать, что высоты в основном в пределах 2500–3000 метров над уровнем моря. Это мощная, большая горная система. А вообще-то последний великим географическим открытием вообще в истории. Да, это обсуждаем этого человека, Сергея Владимировича Обручева, проводим конференции. Почему? Потому что все-таки он значительную часть своей жизни посвятил и научные труды исследованиям на территории Якутии, бассейна Индигирки, Колымы. Диву даешься, действительно, как одному человеку удалось совершить столько открытий
Понятно, что он был первопроходцем, да, но тем не менее обосновать вот эту вот, значит, зону, холодную область северного полушария, да, которую он назвал полюсом холода. Как бы второй момент — это, наверное, для Якутии то, что интересно и важно, и потом реализовалось в больших промышленных проектах. Это, конечно, освоение золоторудных и золотоносных месторождений. Это Яно-Индигирская золотоносная провинция, насколько я знаю. Третье — это, ну, не в Якутии, но тем не менее он сделал заключение о наличии Тунгусского каменноугольного бассейна, самого мощного, наверное, да, вот, на востоке страны. И, собственно, хребет Черского. Это действительно уникально. Это его самое великое открытие. Но, во-вторых, вы совершенно правильно отметили, что он, по сути, открыл район полюса холода. И это тоже открытие. И вообще он работал как классические, ну, скажем, великие географы прошлого. Все дело в том, что он в течение 10 лет он совершенно четко проводил работу в стиле великих географических открытий предшествующих. Его открытие является великим, последним великим открытием. Ну, представьте себе, это не только обширное по площади, но и высоты. Для нас это очень большие высоты. В основном, где хребет Черского, высота от 2,5 до 3000 метров над уровнем моря. Это сплошная горная страна. Но меня удивляет то, что он и на выставке это очень хорошо представлено, работал в стиле своих великих предшественников, потому что он подходил к изучению природы этого региона комплексно. И что в последнее время немножко... Сейчас сегментировано уже, да, конечно. Потому что у каждой экспедиции своя задача. Где-то надо, кто-то золото ищет, кто-то животное изучает, а у него все. У него очень хорошие эти данные о, скажем, якутских лошадях. И о том, как якуты вели хозяйство в целом. То есть это с элементами глубокой этнографии. И все это описание на самом высоком уровне. То есть он, по сути, работал как ученый-первопроходец, истинный ученый. Конечно, его заботили и вопросы и этнографии, и географии, и геологии непосредственно, которые он, собственно, это его профессиональное призвание. Это, конечно, были уникальные люди, и нам, наверное, предстоит еще о многих людях рассказать и здесь, в музейном комплексе, и, наверное, в каких-то просветительских программах на телевидении, вот, с помощью наших коллег из научной среды. Вот. А если говорить о дальнейшей эпопее развития нашей науки академической в республике. В 1949 году уже была создана база Академии наук, имеется в виду в виде филиала Академии наук. В 1947 году база наук, Академии, а в 1949 якутский филиал Академии наук. Насколько в то время, как можно охарактеризовать развитие науки и сегодня, вот как она трансформировалась и какие перспективы она в целом имеет? Ну, вообще на выставке имеется хорошее представление, хорошие данные о экспедициях дореволюционных. К сожалению, Медведцова еще недоосветили, вернее, Медведев сам должен занимать такой же, наверное, это. А вот, скажем, якутская экспедиция русского переселенческого управления,
1910-14 год очень хорошо показано. Это вообще выдающиеся люди работали, в том числе много будущих академиков. Период 2010-2014 год он оказался очень плодотворным в связи с изучением, скажем, земледелия и будущего Якутии. И это тоже нашло хорошее отражение. И вообще очень много места уделено развитию самой якутской науки. Представьте себе, тогдашний председатель Якутского ревкома сначала, потом ЯЦИКа, это Аюнский, написал сам работу по развитию якутского языка и стал кандидатом филологических наук. И в 1934 году ему было поручено создать Институт языка, культуры и истории. Который сегодня очень успешно трудится. Коллектив, который, да. Очень хорошо показана эта история становления этого института и вообще очень много интересных вещей. Вообще этот институт, конечно, он очень большое влияние оказывает на общественную среду в Якутии. Очень много интересных научных исследований проводит, чтобы как раз-таки обогатить нашу культуру, чтобы сохранить нашу культуру, язык. И конечно, как отмечал академик Асеев, издание Большого толкового словаря якутского языка является одним из самых ярких научных достижений вообще сибирского отделения российской. Я думаю, что это большое 10-томное издание, сколькитомное, оно выполнено под руководством Петра Алексеевича Слепцова, должно получить Государственной премии России. Думаю, это наверняка. И вообще здесь на выставке хорошо показано развитие науки, скажем, мерзлотоведения. Это тоже один из первых наших научных подразделений, потому что в 1941 году была открыта первая научная станция по мерзлотоведению именно в составе Института общего мерзлотоведения, как его станция. Это имени Обручева, кстати. Московского. И мерзлотоведы тоже, как говорится, внесли очень большой вклад, о котором здесь тоже показано. Некоторые институты еще не получили, еще даже про них не... Да, это у нас сменные выставки, мы, конечно, обязательно представим информацию о них. Дело будущего. Я надеюсь, что это будет сделано. Сформированы целые научные школы в республике. Это целый ряд научных школ, в том числе ваша научная школа. Да, научная школа – это очень важное дело. В области материаловедения, техники Севера, да? Это научная школа Ларионова, это научная школа Крымского Гермогена Филипповича в области космофизики, это школа Мельникова в области мерзлотоведения. Научная школа у нас довольно, потому что один ученый, он, конечно, много может делать, но без школы, без учеников, без последователей, школа тоже не может развиваться. Какие перспективы у нашей науки, по вашему мнению? Она куда должна двигаться, как она должна трансформироваться, чтобы
чтобы быть востребованной? Или она должна или она идет правильным путем? Она должна, как говорят, с одной стороны, конечно, это продолжить те традиции, которые были в российской науке. То есть фундаментальные направления, которые ведутся сейчас. И, во-вторых, она должна, во всяком случае, работать на человека. То есть, вот когда-то мы очень много говорили, что наука является производительной силой общества. Она действительно могла быть производительной силой, но она на самом деле производительной силой не стала, потому что реформы науки, они в некоторых случаях абсолютно дурные. Но я скажу про реформы какого 13-14 годов и вообще вот последняя реформа. Для того, чтобы иметь большие дивиденды тех, кто работает в науке, они сейчас стараются публиковаться в зарубежной печати. Но это, во-первых, конечно, дорогое удовольствие. Во-вторых, это в нашем случае, в общем, нашу науку губит. Но вы представьте, сейчас все стараются издавать свои работы, но в изданиях, которые Web of Science, там, Scopus и так далее. И очень часто недостаточно подготовленная, недоведенная до конца работа, наши люди туда сдают. А туда, что попало, вот Web of Science и так далее, результаты все попадают прямым ходом в библиотеку Конгресса Соединенных Штатов Америки. Поэтому они становятся прежде всего достоянием тех людей. И люди вынуждены на это идти, потому что у нас оценивается в основном те работы, которые куда-то туда попали. Вот. И унижение самой российской научной печати, это имеет два конца. С одной стороны, это мы становимся обслуживающим интересы западных стран страной, а свою науку мы недооцениваем. Ну что-то же делается в этом направлении сейчас. В любом случае наука развивается методологией. Методология должна быть направлена на то, чтобы поддерживать свою собственную науку. Но вы ощущаете позитивные тренды? Ну вы же знаете, когда, скажем, академическая наука в результате так называемых реформ потеряла и деньги, зарплату, мы же получали от ФОНО долгое время, и собственность все принадлежало ФОНО. У Академии ничего нет. Это безобразное отношение. Наука еще у нас сохраняется в какой-то мере в том же сибирском отделении, что, скажем, сибирское отделение вносит очень большой вклад в безопасность страны. А это очень важно. За счет этого мы, собственно говоря, выживаем. Молодому поколению, которое приходит к нам сюда на выставки, и в том числе на эту выставку, посвященную науке, академической науке, что бы вы могли посоветовать? Вообще-то говоря, в любом случае наука требует
от человека отдачи. Наука питается двумя вещами: новыми методами, методологией, технологией науки. Вот если ты не придумал нового, ведь до тебя тоже умные люди работали в науке и не менее умные, чем ты. Если ты не сделал какого-то новшества в методологии, методиках, то ничего не добьешься. Ну и второе, науку во все времена, как говорится, поддерживали факты. Вот добывание фактов новых, их рассмотрение новыми глазами, это очень важно. Я считаю, что, ну, скажем, вот Якутский научный центр выиграл очень большой, очень хороший грант по технопарку, по оборудованию. Вот Николай Иннокентьевич Голиков, он выиграл такой грант, ну, ни много ни мало, по-моему, 75 миллионов. Это, конечно, в течение более-менее продолжительного времени, но все равно это есть возможность получения. То есть, получается, сейчас идет переход от системы такого сметного финансирования, скажем, науки к грантовой системе, да? То есть это тоже как бы прообраз ну, западной системы финансирования науки. То есть там же тоже в основном за счет грантов, насколько я понимаю, живут научные учреждения. Я думаю, что наши научные лидеры, не научные лидеры, вообще лидеры страны, они по западному образцу хотят науку сосредоточить, основу в университетах. Вот. Но это вполне понятно, потому что на Западе это действительно университеты, но они же какие доходы получают? Университет какой-то западный, его маленький институт получает, с одной стороны, и дохода, получает и финансирование. То есть это очень больше, чем весь Якутский научный центр. Ну да, я нисколько в этом не сомневаюсь. Вот. Потом очень важное значение имеет система подготовки кадров. Здесь я абсолютный противник. Кстати, вслед за академиком Садовничем, абсолютный противник системы ЕГЭ. Она в основном построена на том, чтобы это получить баллы. Система в основном тестирования. Система тестирования очень хорошая система. Если ты умные вопросы подготовил, если, скажем, как вспомогательный, как метод взять, систему тестирования, я могу в течение 45 минут получить представление, что собой представляет каждый из 30 сидящих или 50 сидящих передо мной ребят в течение 1 часа могу получить представление, что собой представляет, какие возможности имеет. Но быть основным методом, сделать его, ну, как бы центром всего, это неправильно. То есть это не дает возможности выявить его там личностный какой-то творческий потенциал, Вот у нас получается полноту знаний. Иногда бывают так называемые ректорские проверки. Мальчик, который, ну, чуть не 100% имел 100 баллов, он зимой во время так называемой ректорской проверки не показывает тех результатов. Он часто даже отстает от тех,
которые таких баллов не имеют. Поэтому там очень много построено на том метод гадания. Между прочим, ребята очень хорошо умеют этот метод использовать. Дело будущего. Я надеюсь, что это будет сделано. Молодому поколению что пожелаете? Молодому поколению прежде всего здоровья. В любом случае наука требует здоровья. Если здоровье, это очень важно, потому что нездоровый человек, он не может выдержать нагрузки. А наука требует больших нагрузок. Вот. Во-вторых, я молодым хотел бы, чтобы они были в какой-то мере свободны от давления великих ученых. Иногда они должны проявлять такую самостоятельность, иначе нельзя. Потому что если молодые не будут осваивать новые методы, если молодые не будут, так сказать, учиться собирать факты, накоплять их, если молодые не будут осваивать новые методы, то ничего доброго из науки не выйдет. Потому что надо сказать, что в науке при решении любых вопросов мы должны исходить из того, что над этой проблемой работали многие поколения ученых и не менее умных, а даже в некоторых случаях более умных, чем, скажем, наше поколение. А если молодой не найдет своих методических подходов, то он не сможет продвинуться. Вот. Ну, если, скажем, вот наш основатель, можно считать, нашего института, и основатель какой-то мере якутского филиала как такового, Всеволод Петрович Дадыкин, он две вещи установил. Так называемый метод изолированных температур. Это маленький такой прием, с помощью которого можно изучать развитие, скажем, корневой системы, создавая им этих методов изолированных температур, поэтому создавая разные температурные условия. Это маленький методический прием, но он дал возможность создать новое направление. Во-вторых, он придумал так называемую термовегетационную установку Дадыкина, которую здесь реализовал, в том числе у нас в Якутии. И это дало возможность продвинуться, потому что без новых методических подходов, методологических в том числе, науке новые шаги сделать трудно. Ну и, наконец, молодые ученые должны научиться работать в коллективе. Сейчас ученые-одиночки становятся все менее понятыми. Сейчас, если ты не научился работать в коллективе, то очень трудно будет, потому что время ученых-одиночек ушло. Вот я все хотел сказать для молодых. Я думаю, что у нас больных наукой ребят много. Понятно. Никита Гаврилович, спасибо вам за эту беседу.
вот в такой день еще раз хотел поблагодарить, что вы пришли к нам в исторический парк. Вот, я думаю, что вот та выставка, которую мы затеяли вместе с академической наукой, она позволит многим нашим жителям и, конечно, молодежи нашей, школьникам узнать что-то много нового об именах, об истории развития науки. И, может быть, принять решение по поводу своего будущего тоже и связать его с наукой. Это здорово, я думаю. Поэтому желаю вам крепкого здоровья в это непростое время и дальнейших успехов. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а мы, уважаемые телезрители, конечно же, с вами не прощаемся и ждем вас на следующих наших передачах Сахалекториума.